на улице. Но дома совершенно другие. Подобных в Альгетте никогда не было. Как тебя зовут? Михаил. А где ты живешь? Владимир Владимирович Путин, номер 12. Стою вон там. Когда нам выстроили такое село огромное, буквально за 3 месяца, это просто невозможно было поверить даже в это. Но выстроили. И когда мы уже заселились в дома, построены улицы, асфальтированные дороги, вот в преддверии дня рождения как раз Владимира Владимировича Путина, это было в начале октября как раз, и мы решили назвать нашу улицу вообще в селе улицей имени Владимира Владимировича Путина. Потому что мы знаем, что без помощи него у нас бы село так быстро не построили бы только нашими силами Республики Ингушетия. Так удалось сохранить жизнь в селе Альгетте. Людям не пришлось покидать места, где веками жили их предки. Давайте. У нас с вами много вопросов накопилось. Да. И, насколько мне известно, вы достаточно энергично взяли за решение накопившихся проблем. Владимир Владимирович, огромное спасибо за поддержку. В период наводнений стихийных, бедствия коснулось Ингушетии тоже. Мы сразу решили вопросы восстановления объектов жизнеобеспечения. Прежде всего, меня, конечно, интересует, как у вас складываются отношения сейчас с соседями. Мы довольны на это руководство. Мы довольны свой президенту. Дай Бог им за. Сейчас радуем, такого президента не было, как это Путин. Дай Бог ему здоровья. И дай Бог ему здоровья. Сейчас он выделяет отсюда самые лучшие внимания именно Ингушетии. Он и выступал на радио, сказал, что именно ингушский народ, мужественный народ, воздержанный народ. Они терпеливые люди. Но от них зависит судьба Северного Кавказа. Вы, может, слышали такое выступление? Северная Осетия, сосед Ингушетии. Непростые отношения сложились у этих двух республик. До сих пор на территории Ингушетии находится большое количество беженцев-ингушей из Северной Осетии. И вот недавно в Магасе произошло знаменательное событие. 2 президента подписали соглашение о сотрудничестве и добрососедстве. Все, кто собрался здесь, произошли от одного корня. Они все дударовы, ингуши и осетины. Я считаю, что это очень позитивный момент, и дай Бог, чтобы вот это больше и больше разливалось. Это род Дударов, Слоновых, вот отсюда произошли они. Прошло, наверное, 300-400 лет тому назад, это немного вот разделились люди. Это был настоящий праздник у подножия родовой башни. Может быть, не хватало только на этом празднике великой Вероники Дударовой и ее оркестра. Thank you.
Чеченская республика. Еще один сосед Ингушетии. Беда, как вода, распространяется на соседние территории. Беженцы. Люди, потерявшие все. И в холод, и в жару, ютящиеся в палатках. Люди, потерявшие все, кроме надежды. Нам надоело в палатках жить, хотя даже у нас и комендант, и все администраторы относятся к нам хорошо, к президентам. Отдают все, что нам полагается, и продовольствие, и все. Тем не менее, мы хотим дома быть. Вновь и вновь Мурат Зязиков обращается к этим кадрам. Как облегчить людям страдания? Чем еще можно помочь сегодня? На территории Республики Ингушетии, самого молодого субъекта Российской Федерации, самое большое количество внутриперемещенных лиц из Чеченской Республики. Это представители различных национальностей. И сегодня раздаются там отдельные голоса, отдельных правозащитников, отдельных людей от политики, которые говорят, что там какой-то принцип добровольности возвращения нарушается. Я авторитетно заявляю, однозначно, никогда на территории